В первую очередь я хочу сказать, Грузия, грузинский народ, так же как все союзные республики, как другие народы, как среднеазиатские народы, как прибалтийские народы, после развала Советского Союза они всенародно избрали своего первого президента в лице Звияда Гамсахурдия, используя свое законное право, начали строить свое собственное государство в пределах тех ранее установленных границ. И, по-моему, в то время ни абхазцы, ни аджарцы, ни осетины и вообще не думали выходить из состава Грузии, там, пойти в состав России. Вот. Они жили нормально, и никаких у них, по-моему, проблем не было. Все началось тогда, когда грузины, грузинское руководство начали строить свою политику и строить свои взаимоотношения с другими государствами вне ориентации на Россию и на Кремль. Вот тогда появились проблемы. Звияд Гамсахурди был мужественным человеком, истинным патриотом своего народа. И он не хотел быть марионеткой Кремля. И он был подло убит. И сегодня тело Звияда Гамсахурдия похоронено на чеченской земле. Второе. Россия, российское руководство, российские спецструктуры начали разжигать конфликты на территории Грузии, как в Абхазии, так и в Южной Осетии. Началась война между абхазскими, осетинскими народами и грузинами. Также Россия, не имея на это никакое права, на территории чужого государства, грузинского государства, начинает вводить свои паспорта, объявляет абхазцами, осетинами своими гражданами, начинает вводить новые таможенные визовые режимы. Я еще раз повторяю, не имея на это никакой права. И грубо нарушая всякое право. Также Россия, грубо нарушая достигнутые соглашения в 1999 году на Стамбульском саммите, не хотят выводить с территории Грузии свои военные базы, особенно с Кадорского ущелья. И сегодня, когда опять на территории Южной Осетии разжигается конфликт, так называемые миротворцы России, как правильно сказал президент Грузии Михаил Саакашвили, заняли одну сторону конфликтующей стороны. То есть стали как бы одной стороной конфликта, снабжая оружием, тяжелой военной техникой ополченцев Южной Осетии. Поэтому первый вопрос. Кто чье государство разваливает и разрушает? Чеченцы российское государство или русское грузинское государство? По-моему, более правдоподобно второе. Да. Когда нагло, открыто российское руководство, спецслужбы России вмешиваются в чужое суверенное государство грузинское. Участие наших добровольцев в
в конфликте Абхазии против Грузии, да, это не лучшая страница истории взаимоотношений наших братских народов. Мы сегодня признаем, что наши добровольцы были обмануты. В преддверии в 93-94 году, в преддверии вторжения России на нашу территорию, то есть в преддверии начала агрессии России, ни в стратегическом плане, ни в тактическом плане, ни в военном, ни в политическом мы не должны были вмешиваться в этот конфликт. И не имели на это права. Мы только нанесли ущерб своим интересам. Даже в военном плане, даже в политическом плане, не говоря уже в братских отношениях между нашими народами. Я надеюсь, что это урок нам на всю жизнь.